Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Украина просит ООН ввести миротворцев для наблюдения за перемирием. В Молдове сформировано новое правительство через 3 месяца после выборов. Обама: мы не ведем войны с исламом, мы ведем войну с людьми, извращающими ислам. Как обычно, начинаем с новостей из Праги. Коллеги? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Не делать вид, что произошедшее в Дебальцево соответствует минским договоренностям, призвал по телефону Петр Порошенко своих коллег Ангелу Меркель, Франсуа Олланда и Владимира Путина. Лидеры согласились. Более того, отметили важность миссии наблюдателей на Донбассе. Мир должен знать, кто и почему продолжает стрелять. Между тем, до сих пор миссия ОБСЕ не может полноценно работать. Не везде пускают силы непризнанной ДНР. И новый повод для споров Украины и России. Киев обратится в ООН и к Евросоюзу с просьбой ввести на Донбасс миротворцев. Так решил Совет нацбезопасности и обороны. Постпред России в ООН Виталий Чуркин тут же отреагировал. Минские соглашения, говорит он, предусматривают создание отрядов народной милиции в зоне конфликта, а контроль за перемирием возлагается на ОБСЕ. После предложения Киева, отмечу, Россия и непризнанная ДНР обвинили Украину в нарушении Минских соглашений. Екатерина Кочкина далее. Россия, как страна-агрессор, не будет миротворцем на Донбассе. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на пресс-конференции, посвященной в том числе инициативе привлечь миротворческий контингент ООН. Пресс-конференция прошла после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины принял обращение к Евросоюзу и ООН о развертывании миротворческой миссии в стране. Хотел бы твердо подчеркнуть, Россия, как страна-агрессор, не может и не имеет права принимать участие в этой миротворческой операции. Мы не согласимся на такой формат миротворческой миссии, который должен легализировать многотысячный российский контингент. Представители ДНР на предложение ввести миротворцев отреагировали неоднозначно. В самом начале, когда начинался весь этот конфликт, мы предлагали тогда еще Российской Федерации и всем странам, которые входят в Совет Безопасности, чтобы они рассмотрели вопрос и ввели сюда миротворцев. Тогда было нам отказано. Но если хотят ввести, мы не против, пусть вводят. Позже Басурин пояснил, что имел в виду миссию миротворцев на линии разграничения, но никак не на границе с Россией. Его слова подтвердил и другой представитель ДНР Денис Пушилин. Минские соглашения не предусматривают ввода миротворцев в зону конфликта. Киев считает, что полицейская миссия Евросоюза может стать оптимальным гарантом безопасности на востоке Украины. Сепаратисты ранее предлагали ввод миротворцев ООН. Однако подчеркивали, что ведущую роль в миссии должна играть Россия. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Как на последние события в Украине отреагировали в Соединенных Штатах Америки? Наташа, ждем от вас подробностей. Да, Сергей, редакторская колонка в сегодняшнем выпуске «Вашингтон-Пост» вышла под заголовком «Россия беспрепятственно продвигается вперед в Восточной Украине». Далее в статье говорится: захват Дебальцева имеет большое значение для консолидации сепаратистского марионеточного государства. И президент США Барак Обама сдал украинский кризис Германии с предсказуемо плохими результатами. Американская газета считает, что теперь у президента России Владимира Путина, цитата, «есть повод гордиться собой». Что говорят по поводу отступления в Дебальцево в официальном Вашингтоне? Пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки заявила, что у руководства суверенного государства есть право принимать решения о том, как защитить свой народ. На вопрос, можно ли считать, что Минским соглашением пришел конец, Псаки ответила отрицательно. А, кстати, представители Пентагона и Госдепартамента вновь подчеркнули, что в противоположность утверждению Владимира Путина США пока не поставляют Украине оружие, хотя такая возможность обсуждается. Конфликт между сторонниками российского режима и его критиками продолжается и в виртуальном пространстве. На днях один из видных оппозиционеров России, в прошлом советник руководителя администрации президента РФ Леонид Гозман, зайдя на свою русскоязычную страницу в Википедии, узнал о себе любопытную деталь. Первые 2 строчки гласили: Леонид Яковлевич Гозман, российский политик, предатель Родины, президент общероссийского движения СПС. Наш корреспондент Игорь Тихоненко спросил у оппозиционера, что могло заставить одного из редакторов Википедии так резко оценить его деятельность. Оно говорит о настроениях в обществе. Понимаете, вот если ты говоришь чего-то, что не соответствует мнению большинства, то ты, стал быть, изменник, враг народа и так далее. Я сказал, что надо, как мне кажется, для спасения жизни русских солдат надо предоставить оружие Украине.
Ну, потому что мне кажется, что единственный способ спасти их жизни – это предотвратить наступательные действия. Ну, потому что люди гибнут в наступательных боях прежде всего. Да? Вы сейчас говорите о том блоге, который вы написали на «Эхо Москвы». Да? Насколько я понимаю, спасите наших солдат, дайте оружие Украине. Ну, это именно так и называлось, да, там было что-то под 300 тысяч просмотров, совершенно неожиданно для меня. Понимаете, вот мне кажется, что, собственно говоря, действительно вот проблема, да, гибнут люди. Значительная часть из них поехала туда, или какая-то часть поехала действительно добровольцами. Да, я знаю таких людей, которые реально поехали добровольцами воевать с американцами на Украине. Вот, я не разделяю взгляды, у них дикие идеи там, и так далее, мне так кажется, да. Но они все равно мои соотечественники, я не хочу, чтобы их убивали. Я не хочу, чтобы их убивали. А их убивают. Да, и убивают их не потому, что американцы, бандеровцы, марсиане, я не знаю, кто еще, да. Их убивают потому, что они пришли туда, но они пришли туда незваными, они пришли туда как оккупанты, они пришли туда навязывать свою волю людям, да. И чем дальше мы продвинемся по украинской земле, мне так кажется, да, тем больше их погибнет. А вот что Леонид Гозман ответил на вопрос, легко ли оппозиционеру жить в России. Наверное, немножко рискованно. Ну, допустим, я знаю, что депутат Андрей Луговой, тот самый, с которым так хорошо чай пить, он, ну вот, которого совершенно облыжно обвиняют в убийстве Литвиненко, в чем, разумеется, не виновен никак. Я, кстати, пил с ним чай однажды, ничего пронесло. Значит, так вот, я его давно знаю, он был охранником Гайдара когда-то. В 92 году мы тогда познакомились, я был советником Егора Тимуровича, он был одним из его охранников. Так вот, Андрей Луговой обещал привлечь меня к ответственности и сказал, что они то ли уже направили, то ли направят в Следственный комитет, значит, требования начать дело против меня по обвинению то ли в экстремизме, то ли в измене Родине, то ли еще в чем-то, за призыв дать оружие Украине. Ну вот я скоро вернусь домой. На днях возвращаюсь, но посмотрим, что будет. В Вашингтоне продолжается международная конференция по противодействию экстремизму. В американскую столицу съехались представители более 60 стран, министры, мэры, главы силовых ведомств, главы спецслужб. От России в саммите участвует директор ФСБ Александр Бортников. Конференцию освещает наш корреспондент Александр Панов. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. В Белом доме имам шейх Саад Мусе Рабле то ли читает, то ли поет строки Корана о том, что ислам – это религия мира. А молодой поэт из Миннеаполиса в стихах развивает главную идею президента Обамы – Америка не воюет с исламом. Она воюет с экстремизмом, взявшим в руки оружие, отсекающим головы, сжигающим людей заживо, уничтожающим иноверцев. Из названия саммита применительно к экстремизму устроители намеренно исключили слово «исламский». Убийство 3 молодых мусульман на парковке университета Северной Каролины, как отмечают делегаты, свидетельствует о том, что в США и во всем мире развиваются самые разные формы экстремизма, в том числе праворадикальный. Местные общины Америки на саммите представляют шерифы, адвокаты, общественные активисты, священнослужители, учителя, врачи, психотерапевты. В Белом доме убеждены, только сообща можно остановить распространение экстремизма. Это важная встреча, которая проводится в важное время. Мы столкнулись с новой фазой терроризма, который стал менее централизованным, более распространенным на низовом уровне и потому более трудным для противодействия. В ответ мы должны вступить в новую фазу контртерроризма. На кону безопасность Америки. Если вы увидели что-то подозрительное, немедленно сообщите об этом. Это должно стать правилом жизни, а не просто лозунгом. Вовлеченность общества играет ключевую роль. Пилотные программы по работе с национальными меньшинствами были запущены в прошлом году в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе и Бостоне. Делегации мегаполисов выступили в Белом доме. В 2008 году свыше 20 жителей Миннеаполиса из сомалийской общины, завербованные Аль-Шабааб, филиалом Аль-Каиды, отправились воевать в Африку и были осуждены по возвращению в США. А теперь 4 сомалийцев привлечены к уголовной ответственности за связь уже с боевиками ИГИЛ по возвращении из Сирии и Ирака.
Мы пытаемся переиграть экстремистов в прямом и переносном смысле слова. Мы преодолеваем изоляцию молодых людей, вовлекая их в современное искусство, театр, живопись, танцы, музыку. Мы хотим опередить вербовщиков Аль-Шабааб или ИГИЛ. В Белом доме выступила мэр Парижа Ан Идальго, первая в истории женщина на этом посту, и, кстати, уроженка Испании. Недавняя атака экстремистов в Париже на журналистов, полицейских и евреев стала атакой на основы демократического общества с его свободой слова и религии. Но помимо повышения уровня безопасности, нас заботит интеграция молодых людей из неблагополучных районов, куда опасно заходить по вечерам. В этой связи мне очень интересен опыт Нью-Йорка. Саммит продолжился в стенах Госдепартамента, уже на министерском уровне. Перед собравшимися выступает Барак Обама, который накануне в Белом доме произнес речь, посвященную противодействию экстремизму. Это не религиозные лидеры, это террористы. Мы не воюем с исламом, мы воюем с лидерами, которые извратили ислам. Рост экстремизма не остановить только силовыми военными методами, хотя устранить причину всегда гораздо сложнее, чем бороться с последствиями. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Белый дом, Вашингтон. Другие темы. В Молдове, похоже, завершился парламентский кризис. Сергей, подробности. Через 2,5 месяца после выборов в стране новый парламент назначил таки правительство. Правда, со второй попытки. Таким образом, депутатам удалось избежать повторных выборов. После длительных переговоров фракций стало понятно. Проевропейские силы в Молдове раскололись. Местная пресса отмечает, попытки делить министерские портфели привели к тому, что либералы, по сути, остались ни с чем и в итоге отошли в оппозицию. Коллеги, более подробно. По итогам парламентских выборов Молдовы от 30 ноября ни одна партия не набрала большинства голосов, необходимого для назначения правительства. Правящие партии Альянса за европейскую интеграцию, либералы, либерал-демократы и демократы даже в общей сложности не набрали нужного большинства. Мы готовы проголосовать лишь за то правительство, в котором будут представлены наши однопартийцы. Без либералов реформа невозможна. В начале февраля президент предложил парламенту фактически оставить действующего премьера Юрия Лянке главой Кабмина. Однако партии левого толка, коммунисты и социалисты, а также отколовшаяся от Альянса либеральная партия голосовать не стали. Предлагаю начать голосование. Новое правительство и представленный кабинет министров не одобрены. Вскоре президент Молдовы предложил новую кандидатуру в премьеры – выходца из бизнеса Кирилла Габурича. Именно он и получил поддержку большинства, в том числе партии коммунистов, которые последние 5 лет находились в оппозиции. У нас были конструктивные переговоры. Новый кандидат адекватно оценивает ситуацию, в которой попала наша страна. Этот человек готов взять на себя ответственность за решение проблем. В молдавской прессе, между тем, появилась информация, что кандидатуру Кирилла Габурича в премьеры готовили заранее. Так или иначе, вместо положенных по закону 15 дней, ему хватило меньше недели для подготовки программы и консультаций. Решим ли мы сразу все проблемы? Не знаю. Есть вещи, которые мы постараемся сделать сразу, остальные мы предпримем постепенно. Пока одни политики говорят о наступившей в Молдове стабильности, другие пророчат еще больший раскол. Так, помимо образовавшихся двух оппозиционных сил проевропейского и пророссийского толка, обособиться может и несостоявшийся премьер Юрий Лянке. Последний пользуется поддержкой Европы еще со времен занятия поста министра иностранных дел страны. Он не исключает своего выхода из партии либерал-демократов. Эта непрозрачная игра с коммунистами ни к чему хорошему не приведет. Если бы до 9 марта в Молдове не назначили правительство, новоизбранному парламенту грозил бы распуск и повторные выборы. Политика Владимира Путина представляет собой реальную угрозу для стран Балтии. Такое мнение высказывает британский министр обороны, слова которого сегодня приводят ведущие издания Великобритании. В одной из балтийских стран, Литве, предупреждения министра воспринимают серьезно. Наш корреспондент на улицах Вильнюса выяснил, что думают о возможности открытого противостояния с Россией простые граждане. Жители Литвы слова высокопоставленного британского чиновника не оставили равнодушными. Некоторые встреченные на улицах жители даже заявили, что война, по-видимому, уже близко. Но другие считают, что России незачем аннексировать страны Балтии.
Если бы Россия напала на страны Балтии, это погубило бы ее экономику. Поэтому я считаю, что самой России от этого было бы только хуже. Так что войны не будет. Если бы война началась, то Европа пожертвовала бы Литвой. А вообще говоря, какой может быть мир, если главы государств ведут переговоры с оккупантами? Они же напали на страну, их нужно гнать в шею, а не переговоры вести. Но то же самое будет и в Литве. Америка и Евросоюз заблокируют Россию экономически, и она не сможет ничего против нас сделать. Премьер Литвы Альгирдас Буткевичус также прокомментировал слова британского министра. В странах Балтии невозможно применить тот же сценарий, что на Украине, только потому, что они являются членами НАТО. В настоящее время военный мониторинг и безопасность стран Балтии усилены. Мы хорошо защищены от возможных провокаций или вторжений. И поэтому я хотел бы пожелать всем быть осторожней в своих заявлениях. По словам руководителя Вильнюсского центра исследований Восточной Европы, предупреждения британцев свидетельствуют о том, что старейшие страны Европы наконец начинают понимать угрозу Путина региону, о чем в странах Балтии эксперты говорят с начала военного конфликта на Украине. До сих пор все думали, что Россия слишком слаба, чтобы бросить вызов НАТО. Но мы также до 2008 года не представляли, что Россия может напасть на Грузию, а в прошлом году мы не представляли, что она может напасть на Украину и оторвать Крым, вызвать войну на Донбассе. Всего этого мы раньше не представляли. В конце концов, нужно открыть глаза и увидеть, что Россия делает, и к этому готовиться. В литовском МИДе накануне еще раз заявили, что Литва окажет поддержку Украине не только дипломатическими способами, но и вооружением. О каком оружии идет речь, глава дипломатического ведомства Линас Линкевичус не уточнил. Известная азербайджанская правозащитница Лейла Юнус останется за решеткой еще на 5 месяцев до 28 июля. Что любопытно, такое решение суд принимает сразу после визита в Баку помощника госсекретаря США. Виктория Нуланд заявила о начале диалога между Вашингтоном и Баку по правам человека. Правозащитницу и ее мужа арестовали летом прошлого года. Их обвиняют в государственной измене. По словам родственников, Лейла Юнус страдает тяжелой формой сахарного диабета, и ее состояние после ареста резко ухудшилось. В то же время газета «Вашингтон-Пост» публикует письмо журналистки Хадичи Исмайловой, которая так же, как и Лейла Юнус, активно критикует власть Азербайджана. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. За это могут дать 12 лет тюрьмы. У нас отрывки письма Хадичи. Почему я здесь? Это вопрос, который, оказавшись в тюрьме, себе задает каждый, независимо от обвинений. Причина, по которой здесь я, это коррупция. Но коррупция не моя, а режима. Единственный способ доказать, что деспотический режим — это неправильно, это продолжить разоблачение коррупции. И я обещаю провести больше расследований в 2015 году. Да, есть цена, которую приходится платить, но это того стоит. Мой арест еще раз доказывает, что мы должны построить новую реальность, в которой для того, чтобы говорить правду, не требуется мужество. Жизнь очень сложна, но иногда нам везет, и нам предлагается сделать выбор между правдой и ложью. Выберите правду и помогите нам. Моя коллега Шахида Якуб поговорила с главным редактором независимого портала «Майдан ТВ», вещающего из Европы, Эмином Мели. И главный вопрос – каковы шансы азербайджанских политзаключенных выйти на свободу? Азербайджанский суд продлил еще на 5 месяцев содержание под стражей Лейлы Юнус. Хадича Исмайлова отправила очередное письмо из тюрьмы. В Азербайджан приезжают люди, какие-то европейские дипломаты, американские дипломаты, говорят о каких-то диалогах, но реально ничего в делах этих двух самых известных заключенных, узниц азербайджанской тюрьмы, не меняется. Каковы шансы вообще реально освободить этих двух женщин? Наверное, это будет звучать очень жестоко, но будучи личным другом Хадиджи и зная ее позицию, я знаю, что ни она, ни я, мы ничего, и очень многие активисты, демократы в Азербайджане, ничего от так называемых переговоров мы не ждем. Хадиджа, перед тем, как ее посадить, она написала на Фейсбуке такой пост специально, сказала, что когда я буду в тюрьме, я прошу, чтобы никто от моего имени не вел секретные переговоры
какие-то silent diplomacy, то есть это тихая дипломатия, она открыто была против этого. То, что делает Хадиджа, то, что делает Лейла Юнус, другие правозащитники, активисты, демократы, которые сегодня сидят, они это делали, потому что это самые достойные граждане этого народа, этого общества, и они хотят лучших условий жизни для себя, для своих родственников, для своих родителей, для своих детей, для своих братьев, сестер, для всех граждан этой страны. Но факт остается фактом, что мы не можем контролировать, сколько Хадиджа будет сидеть в тюрьме. И в свое время никто не мог контролировать, на сколько лет Гавела посадили в тюрьму, на сколько лет там Манделу посадили в тюрьму. И как-то пытаться проектно смотреть на эту вещь, это миссия. Это, то есть, борьба идей. И здесь люди в этом деле не для того, чтобы думать о том, сколько лет они будут в тюрьме. Люди рискуют своими жизнями, своей свободой. Это «Настоящее время», и далее у нас эфир из Вашингтона. Любопытен ответ на вопрос, может ли суд отменить указ президента. Наши коллеги о судьбе иммиграционной реформы Барака Обамы. Ожидается, что одним из основных спорных вопросов на предстоящих в США президентских выборах станет иммиграционная реформа. Борьба за и против нее в высших политических кругах обостряется по мере приближения избирательной кампании. Новым развитием событий стало решение федерального судьи в штате Техас заблокировать исполнение указа президента Обамы, который защищает от депортации часть нелегальных иммигрантов, проживающих в Америке. Заблокировать до тех пор, пока не будет проверена конституционность этого указа. Подробности в материале Вадима Оленичева. В ноябре прошлого года президент Обама воспользовался своим правом главы исполнительной власти и издал указ, в корне изменяющий иммиграционную политику США. Указ отменял принудительную депортацию миллионов нелегальных иммигрантов при условии, что они прожили в стране 5 лет, не имеют судимости, а их дети являются гражданами или постоянными жителями США. Еще 270 тысяч человек получили иммиграционную защиту по программе 2012 года, как дети нелегалов, которых без их ведома привезли в Америку. Я хочу, чтобы всем было предельно ясно. Я наложу вето на любой закон, который отнимает у молодежи, выросшей в этой стране, и готовый принести ей пользу, возможность это сделать. И я не сомневаюсь в том, что преодолеть мое вето не удастся. С установкой Обамы на лояльное отношение к проблемам нелегалов в Америке согласны далеко не все. Власти примерно половины штатов США подали иск против президентского указа. Они считают, что правительство должно не смягчать правила для тех, кто нарушил иммиграционное законодательство, а наоборот укреплять границы и депортировать нелегалов. Среди оппонентов Обамы бывший и, возможно, будущий кандидат в президенты США от республиканской партии Рик Перри. Недавно он заявил, что граница с Мексикой в его родном Техасе – это фактически большая дыра, через которую в Америку проникают нелегалы всех мастей, включая и потенциальных террористов. Политика Обамы превращает наши пограничные наряды в патрульные наряды. Вместо того, чтобы удерживать нарушителей от перехода через границу, они вынуждены отлавливать их уже внутри страны, в 60, а то и 80 километрах от границы. Наше правительство вообще любит так действовать. Для него важно то, сколько потрачено денег, а не то, насколько эффективно они потрачены. Критиков иммиграционной реформы Обамы в разных штатах сразу же поддержали ее противники на Капитолийском холме. Лидеры республиканцев в обеих палатах, включая третьего человека в государстве, спикера Палаты представителей Джона Бейнера, призвали своих коллег-демократов в Сенате поскорее принять закон о финансировании Министерства внутренней безопасности, уже прошедший через Нижнюю палату. В него включены статьи об отмене финансирования действий министерства по исполнению президентского указа. Ситуация усложняется тем, что без бюджетных ассигнований министерство, отвечающее за охрану границ, аэропортов и множество других объектов, в конце месяца прекратит свою работу. Допускать этого, разумеется, нельзя. А значит, судьба миллионов нелегалов и их детей по-прежнему висит в воздухе. Ну а пока Министерство юстиции США намерено опротестовать вердикт техасского судьи вышестоящей инстанции. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. «Настоящее время», Вашингтон. И вновь передаем слово Праге. Сергей? У каждого своя судьба, но есть то, что единит любую нацию. Это язык, история, вера и культура. Впечатлившись событиями Евромайдана, моя коллега из Соединенных Штатов Дейзи Синдалар нашла необычный способ, чтобы рассказать о прошлом и настоящем Украины, страны одновременно такой разной и такой единой.
Для этого Дейзи использовала старые фотографии. Об истории своих семей ей рассказали 14 человек, и в итоге получилось 14 проектов по названиям «Моя Украина». С автором идеи встречался мой коллега Александр Касаткин. У каждой семьи в Украине есть какая-то трагедия. Это неизбежно. Вот было Голодомор, была Вторая мировая война, Советский Союз. Так что было много грустных, такие трагические рассказы, но тоже было очень веселые, хорошие моменты. Хотя я должна сказать, что вот рассказ или человек, который для меня был особенно ярко, это была молодая девушка, которая сейчас живет в Киеве, и она недавно узнала, что прадед, что его убили чисто из-за того, что он был грек. И его сын, ему, конечно, тоже было трудно, потому что он был сын врага народа, и он хотел воевать в войне, как-то, чтобы показать, что он хороший человек. От него отказали, потому что он был молодой еще. И потом арестовали, потому что сосед говорил, что он видел, как он рисовал портрет Гитлера на стекле. Была зима, так что это было запотенным стекле. И рисовал. Никакого доказательства, конечно, не было, но все равно арестовали и послали на концлагерь в Сибири, и он там жил 10 лет. И вот эта женщина, она просто недавно все это слушала первый раз, потому что она сказала, что семья, они просто хотели ее защищать от прошлого. История какой фотографии больше запомнилась вам, и какова эта история? Расскажите эту историю. Но я должна сказать, что вот это, наверное, один из моих любимых фотографий. Ну, может быть, там нет ничего особенного, просто молодые люди вот купаются, все весело. Но это было буквально года, наверное, 2 до начала Второй мировой войны. И вот эта самая маленькая женщина, там девушка, там, она пропала во время войны. И оказалось, что она тоже была в концлагере, потому что она воевала с партизанами. И вся ее семья, они успели уехать из Украины и даже путешествовали до Америки. И ее увидели опять только через 50 лет. Это очень трогательно или больно тоже. И вновь время передавать слово в Вашингтон. Коллеги, продолжайте. Коллектив Pussy Riot выпустил первую песню на английском «I Can't Breathe» «Я не могу дышать», посвященную протестам в Нью-Йорке по поводу смерти при задержании полицейскими афроамериканца Эрика Гарнера. Во время массовых уличных протестов девушки были в Нью-Йорке. Клип, в котором участниц группы Надежду Толоконникову и Марию Алехину, одетых в форму российского ОМОНа, закапывают в могиле, он уже стал хитом в интернете. The Moon из США пишет в Твиттере: «Первая песня Pussy Riot на английском про Эрика Гарнера. Я горжусь моими сестрами-феминистками из России». Музыкант и продюсер Чес Ван Квин в Твиттере считает: «Месседж куда круче, чем сама песня». И Юрал Гаррет, журналист онлайн-издания Hip Hop DX, предложил читателям проверить послужной список девушек. Pussy Riot большие хулиганки, чем ваш любимый рэпер. В интервью сайту «Медуза» девушки сказали: «Мы сделали эту песню, вдохновленной протестом американским, в надежде на протест русский». На этом наша программа подошла к концу. Ее подготовили и провели для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы благодарим наших коллег и говорим вам до завтра. И мы благодарим наших коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей также. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. А настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.